Однажды водитель поздней осенью ехал на УАЗике-санитарке на паромную переправу. Было очень дождливо, и дороги были очень плохие, поэтому он припозднился, и ночь застала его в пути. Оглянувшись, он увидел, что находится на большом расстоянии от всех населенных пунктов, потому что на этом Аласе даже не было сенокоса. Выключив фары, он заметил в лесу, окружавшем Алас, огонек. Это горит окно. Он вышел из машины и пошел на огонек. Лил холодный дождь, и он пробрался через лесные заросли и увидел, что на небольшой полянке стоит старинный дом-балаган. Он вышел прямо к его окну и, потрогав его, понял, что это не стекло, а настоящий бычий пузырь. Крыша покосилась от тяжести земли и густо поросла травой. Наверху торчит деревянная труба камелька с остатками глиняной обмазки, и из нее летят искры. Вдруг зашевелилась занавеска, и из-за нее выглянула старуха. «Здравствуй, ты кто такой?» «Здравствуй, бабушка. Пусти меня переночевать. Ночь застала меня в дороге». «Да, конечно, заходи, повесь свою куртку у огня». Старушка вышла, накрыла стол, поставила оладьи, ягоды, налила горячий чай и стала расспрашивать водителя. Она спрашивала о старинных временах, о прошлой жизни. Он не знал, как ей ответить, и отвечал невпопад. Потом он спросил ее: «Как ты живешь здесь одна, без людей? Кто-то к тебе ходит?» «Нет, у меня есть запасы старые. Вон, мука есть», — махнула она рукой в сторону камелька. Затем водитель зевнул, и старушка раскатала матрас, взбила подушки, принесла высохшие у огня вещи. «Ложись, спи». «Спасибо», — сказал парень, и тут же заснул. Утром он проснулся, потянулся, зевнул и открыл глаза, и так и остался лежать с открытым ртом. Над ним было несколько жердей, остатки конструкции, когда-то бывшей крышей дома. Жерди перечеркивали небо в клочьях рваных облаков, несущихся по ветру. Вкус оладий стоял у него во рту. Он приподнялся, и оказалось, что он спал на мокрых досках, поросших травой и обильно присыпанных хвоей. Рядом лежали куртка и свитер, которые были совсем сухими. На небольшой полянке были раскиданы руины рухнувшей от времени юрты. Сквозь жерди уже проросли молодые березки и сосенки. Прошло несколько дней, и он снова ехал по той же дороге из города домой. Он нашел этот разрушенный балаган, вытащил газеты, несколько пакетиков чая, свечу, несколько конфет. Кроме следов машины, ничто не выдавало присутствия человека в этом глухом диком лесу. Ветер, неся на землю осень, рылся в опавшей листве, обшаривая каждую щепку руин на лесной поляне. Птицы порхали по деревьям, садились на все еще торчащие жерди. Бурундуки сновали по руинам в поисках запасов на зиму, и вокруг громко кричали вороны. Время все идет своим чередом. Но темными ночами тихая старушка листает газеты, попивая душистый чай с конфетами в свете свечи. Вы прослушали рассказ из книги «Страшные истории», поведанные Ириной Михайловной Максимовой.